Ассаламу алейкум, урматтуу бир тууган мекендештер. Элестетип көрүңүз, жалпы баалуулуктар менен бириккен коом, өз ара сый урмат, колдоо жана жалпы жыргалчылыкка умтулуу. Мындай коомдо ар бир адам өзүн чоң жана маанилүү нерсенин бир бөлүгү катары сезет. Баары бирдей урматталып, ар биринин үнү угулуп, каалоолору жана максаттары эске алынат. Бул коомдо баалуулуктар өзгөчө орунду ээлейт. Алар өз ара колдоонун, түшүнүшүнүн жана боорукердик негизи болуп саналат. Бул баалуулуктардын айланасында биригип, ар кандай тоскоолдуктарды жеңип, укмуштуудай бийиктиктерге жетебиз. Өз ара колдоонун аркасында жеке жетишкендиктер гана эмес, жалпы коомдун ийгиликтерине да жетишилет. Ар бир адамдын ийгилиги жана бактысы башкалар менен тыгыз байланышта болот. Күчтүү, ийгиликтүү жана гүлдөгөн коом түзүлөт. Ал жерде кыялдар чындыкка айланат. Бул коомдо ар бир адам өзүнүн потенциалын толук ачып, өзүн ар тараптан өнүктүрүп, өз ордун таба алат. Адамдар биримдикте ынтымакта жашап, ар биринин кыялы ишке ашат. Баалуулуктар аркылуу биригип, келечекке ишенимдүү кадам таштап, жаркын жана бакубат турмуш курулат. Урматтуу мекендеш бир туугандар, Турпанов Милан номер 3. Сиздердин батаңыздарга муктажмын. Кудай таалам элибизди, жерибизди колдосун. Чоң рахмат. Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня мир цивилизационно находится на переломном этапе. Это самое главное. И вот та мировая финансовая модель, к которой мы привыкли и знали, что существует Международный валютный фонд, Всемирный банк, определенная банковская система, денежно-кредитная система, в рамках которой мы жили до сих пор, она уже такой не будет. Сегодня как раз происходит такой момент слома этой системы, и, соответственно, мы в нее уже не вернемся. Это как камень, который с горы катится, и он еще на полпути. Но если камень с горы катится, у него один путь. Он должен до конца докатиться и расположиться у подножия горы. Финансовая модель, в рамках которой мы привыкли существовать, где доминировал доллар США, который обслуживал 85% торговых операций, этого уже не будет. Мы видим, как спрос на доллар тихо падает. Если когда-то было 80% мировой торговли обслуживалось долларом, то сегодня уже доходит до 50% и, соответственно, ниже. Когда это докатится до уровня 15-20%, мы поймем, что уже все, доминанта доллара нету. По курсам валют вы просто видите, что происходит. Основная война происходит именно в финансовой сфере. Это война денег. Старые деньги претендуют сохранить власть над всем. Новые деньги, которые появятся, будут претендовать занять их место. Поскольку деньги обслуживают производственные и обменные процессы, война переходит в экономическую плоскость. Экономические интересы, то есть та модель, где производили, продавали друг другу, она тоже разрушается. Также идет процесс слома конструкции глобального рынка и свободных экономических отношений. Достаточно посмотреть на то, что Россия сегодня не может торговать с Европой. В Европе возникает кризис нехватки энергоресурсов. Производство многих крупных промышленных предприятий Европы демонтируется и переводится во Вьетнам, Китай, Америку. Некоторые даже на Россию смотрят. Ломается сложившаяся экономическая картина мира. Политика является концентрированным выражением экономики, а в экономике возникли очень сильные конкурентные отношения. Соответственно, это выливается из политической плоскости в войну. Война – это продолжение политики иными средствами. Если раньше политика подразумевала договоренности, компромиссы, все уже перешло в плоскость войны. Мы видим войну между Россией и Украиной. Мы знаем, что за Украиной стоит коллективный Запад со своими интересами. Следовательно, у этой войны все равно характер политический, отсюда экономический и в конечном итоге финансовый. Мы понимаем, что мир разделится предположительно на 4 или 5 макроэкономических зон, своего рода экономические империи. В рамках этих макроэкономических зон должны возникнуть свои валюты. Сейчас это все начало выстраиваться, и естественно все начинают тянуть одеяло на себя. России интересно в рамках Евразийского экономического союза присоединить больше стран, чтобы экономическая зона имела больше людей, ресурсов и возможностей. Европа постарается как-то у себя сохранить возможности. Китай, Индия и Соединенные Штаты Америки. Как мир сложится в связи с этими изменениями?
Поэтому идет конкуренция. Мы слышим, что англосаксы пытаются установить свое влияние в Центральной Азии через определенные механизмы. И это происходит. Поскольку Россия является локомотивом евразийской зоны, у нее тоже есть геополитический интерес. У нас сейчас в любом случае должно быть четкое понимание, именно исходя прежде всего из наших экономических интересов, а дальше уже из политических. Мы должны политику выстроить, исходя из наших экономических интересов. Мир меняется, он уже не глобальный. Глобалисты претерпевают крах. Так как нам войти в макроэкономическую зону, чтобы все-таки сохранить свой суверенитет? Безусловно, мы чем-то будем поступаться, потому что, соединяясь с Союзом, мы всегда долю суверенитета будем делегировать, чтобы договариваться определенным образом. Очень важно сейчас не допустить ошибку. Исходя из того, как проходят указанные процессы, разворачиваются, мы слышим, что в Центральной Азии существуют определенные угрозы. С одной стороны, почва религиозная, вторая почва – это националистическая. Понятно, что эти карты будут пытаться разыгрывать. И то, и другое, если, допустим, предположить себе, вспыхнет Центральная Азия, она надолго приостановит наше экономическое развитие и политическое. В любом случае нам это невыгодно. В политическом пространстве Кыргызстана могут быть какие-то разные интересы, какие-то разночтения, видения дальнейшего развития. Конечно, мы хотим слушать из своего эгоизма, только то, что нам нравится слушать. Но сегодня не то время, потому что кто-то может говорить неприятные вещи. Лечиться нам тоже неприятно. Укол, таблетки горькие не нравятся, но нам приходится это делать. Но сегодня на этом историческом этапе как никогда важно, чтобы мы научились в политическом пространстве, элиты научились договариваться друг с другом, чтобы мы все нашли общий язык, сохранили единство. Мы должны демонстрировать общую позицию в рамках меняющегося мира. Это как в шторме очень важно сохранить управляемость корабля. Когда идут политические и социальные штормы, очень важно сохранить управляемость государства. Потому что верим мы кому-то или не верим, любим мы кого-то или не любим, крайне очень важно сохранить управляемость ради собственной же национальной безопасности. На примере Ливии и Ирака мы видим, какой хаос, потому что эти государства в свое время потеряли управляемость. В нашей стране в том числе много позитивных вещей происходит и ведется определенная работа. Мы, безусловно, не успеваем многие вещи сделать, но нам надо объединяться в одном векторе, в новом. Мое намерение баллотироваться в Джоур-Кенеш Кыргызской Республики, используя весь свой опыт знания, чтобы уже находясь на определенном уровне, имея определенное видение, вносить с политической трибуны разумные предложения и выдвигать прогрессивные инициативы, помогать правительству и народу. Дай Всевышний нашему народу процветания, благополучия. Спасибо вам большое. Турпанов Милан, номер 3. Прошу вас поддержать.